В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Какими законами регламентируются права и обязанности детей и их родителей в период обучения в образовательной организации? О правах ребенка и его родителей в школе мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Мария Мордовская, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Республики Саха-Якутия. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какими законами сейчас регламентируются права и обязанности детей и их родителей вот именно в период обучения в образовательных организациях? В Российской Федерации действует закон об образовании в Российской Федерации. Кроме этого, на территориях всех муниципальных образований имеются свои правовые акты, например, регламентирующие порядок приема в школы, порядок приема в детские сады. Также во всех школах у нас есть уставы школ и локальные правовые акты, которые регламентируют поведение ребенка в период его пребывания в школе. А вот может ли родитель, например, сам выбирать образовательную организацию и форму обучения? В соответствии с требованиями закона при выборе образовательной организации должно учитываться мнение ребенка и при необходимости рекомендации психолога медико-педагогической комиссии. Также в законе указано, что родитель может выбирать форму обучения, то есть семейное обучение, либо обучение в школе. Итоговое слово, конечно, всегда стоит за самим родителем, то есть рекомендации психолога медико-педагогической комиссии – это рекомендации. И родитель также может сам выбирать место расположения школы, то есть не обязательно по месту регистрации, а, например, какую-то школу, которая ему удобна в транспортной доступности. А если мест нет, как обычно у нас говорят? У нас вообще в Российской Федерации образованием в школах должны быть охвачены абсолютно все дети, которые проживают на территории России, да? Но спросом у нас обычно пользуются школы, которые находятся в центре, у которых здания новые, например, да, которые в удобной транспортной доступности находятся. В этом случае у нас действуют требования закона и требования правила приема в образовательной организации. Есть определенные категории детей, которые имеют льготы при поступлении. Например, у нас льготами пользуются дети участников специальной военной операции, потом дети, братья и сестры, которых уже обучаются в этой школе, и дети, которые проживают на закрепленной за образовательным учреждением территории. После того, как приняли всех этих детей, у нас могут остаться места. И только в этом случае у нас школа может принимать детей, которые проживают на незакрепленной территории. То есть, если мест нету, школа имеет право отказать в приеме ребенка. В этом случае родитель обращается в управление образования, и управление образования уже распределяет в другую школу, где есть свободные места. Давайте уточнимся, это для первых классов только? Это для первых классов. Можно ли отчислить ребенка из школы по закону? У нас отчисление может быть в случае, если ребенок окончил школу, например, после 9 класса некоторые дети желают отчислиться, да? Могут быть отчисления в случае перевода в другую школу, например, в другое муниципальное образование, куда-то родители переехали, либо же за совершение какого-то проступка, то есть нарушение устава школы, но это является крайней мерой. У нас на территории республики, за год, наверное, 3-4 таких случая по всей республике. То есть это крайняя мера, и данная мера может быть применена только при наличии условий, то есть ребенок должен достичь 15-летнего возраста, и данная мера применяется только если другие меры дисциплинарного взыскания не дали положительного результата, и пребывание ребенка в школе может негативно сказаться на
других детях. То есть, если говорить, да, вот в каких случаях решение об отчислении ребенка от школы точно может быть, это вот только два условия, которые вы назвали? Да. Или есть еще дополнительные? Ну, у нас еще есть отчисление не может быть применено в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, в отношении детей, которые находятся в опеке, согласие органа опеки и попечительства, в период каникул тоже не применяется. И если, допустим, предыдущая мера взыскания, срок после того, как применена эта мера, истек 1 год. То есть эта мера тоже не может быть применена в этих случаях. А вот, Мария Владимировна, существуют ли сроки, в течение которого ребенку обязаны обеспечить возможность продолжения обучения, и кто за это несет ответственность? Ну, как я уже сказала, то, что у нас обучение до среднее образование у нас является обязательным. То есть до достижения 18-летнего возраста орган местного самоуправления должен обеспечить получение ребенком образования, да, и ответственность за это несут органы местного самоуправления и родители ребенка. То есть если ребенка отчислили, его должны в какую-то другую образовательную организацию перевести. Ну, то есть в любом случае, да? А сроков, значит, особо нет? Или... Ну, как бы образование у нас должно быть непрерывным, и ребенок должен освоить все ступени образования, то есть как можно быстрее его должны сразу в другую школу определить. А вот имеет ли право учитель выгнать ребенка с урока за опоздание или разговор, или там только докладную написать, как на практике это обычно? У нас учитель, он несет ответственность за здоровье ребенка, да, в период, когда он преподает урок. То есть, если он ребенка выгнал за пределы класса, он уже не может за ним нести ответственность. То есть, соответственно, учитель не может выгнать ребенка из класса для того, чтобы обеспечить соблюдение его жизни, здоровья и так далее. То есть, он может вызвать директора, провести беседу с ним, да, например, или вызвать родителей ребенка, сделать замечание. Также из-за опоздания за урок, то есть в любом случае его должны впустить в кабинет? Его должны впустить в класс, да. Вот. Имеет ли право отобрать у ребенка телефон на уроке, например? У нас в соответствии с законом об образовании запрещено пользоваться телефоном в классах. Во время учебного процесса. И школьники должны соблюдать эти требования закона, да, то есть ребенку не разрешается пользоваться сотовыми телефонами во время учебного процесса. Вместе с тем отбирать телефоны, мне кажется, неправильно, потому что учитель может запретить пользоваться телефоном, то есть убери телефон в сумку, например. Да? Ну, на словах, да? Да, на словах. Вот. И если он не реагирует, то тоже как бы с родителями переговорить, с директором переговорить, там, заместитель директора по воспитательной работе и так далее. Ну, то есть работает такая личная неприкосновенность к ребенку и его имуществу, так скажем, да? Ну, получается так. А вот что делать, если в школе оскорбляют или травят одноклассники, вот как мы часто, может быть, на практике такое бывает? Ну, в соответствии вообще вот с Конституцией, да, гражданским законодательством, Конституцией, законом об образовании, да, у нас честь и достоинство человека, они неприкосновенны. То есть, если какие-то нападки со стороны сверстников, да, или тем более со стороны учителей, то это является недопустимым, и ребенок должен в любом случае пресекать такие действия, сообщить классному руководителю, сообщить родителям то, что вот такое поведение, да. А если при этом какие-то вот унижающие, оскорбляющие действия, то об этих действиях нужно сообщить еще в органы внутренних дел, чтобы в отношении детей, которые применяют такие действия, их привлекли к административной ответственности, к уголовной ответственности в зависимости от того, в зависимости от поведения, которое они в отношении ребенка совершают. А вот на практике в республике были ли такие случаи?
Ну, у нас, в Якутске? да, у нас постоянно такие случаи поступают, то, что вот у ребенка там отбирают вещи, допустим, прячут, там тетради рвут там и так далее, такое. Бывает периодически. Я бы сказала, это очень часто даже во всех школах, мне кажется. А вот насколько активно прокуратура вот решает такие вопросы, вмешивается, так скажем, если, допустим, родитель обратился в школу, и вот насколько быстро решает и оперативно прокуратура именно с такими проблемами? Ну, у нас первое, кто вот эти все вопросы решает, у нас в основном на уровне школы и комиссии по делам несовершеннолетних весь этот конфликт исчерпывается. Но если этот конфликт не исчерпался, да, то родители иногда пишут обращение в прокуратуру, там, привлечь школу, то, что она бездействует, к ответственности, да, либо если ребенок там травму в школу получил там, и так далее, то тогда прокуратура уже вступает в процесс, в этот конфликтный, да, может написать заявление в интересах родителя о компенсации морального вреда, например, если ребенок травму в школе получил. А есть ли сроки какие-то, то есть если школа никак не отреагировала на травлю, например, в течение какого-то периода, хотя, может быть, они даже и могли решать эту проблему, тогда с какого периода точно начинает работать прокуратура? Ну, таких конкретных сроков нету. Можно вообще в любое время обратиться, и в любом случае прокуратура какую-то ответную реакцию выдает. То есть сразу прям написали? Ну, можно, сразу... да, можно сразу во все инстанции написать заявление и ждать, какие меры будут приняты. Вот, Мария Владимировна, а может быть, есть случаи, когда родители забывают о каких-то правах, и им стоит напомнить, например, нашим телезрителям? Так, какие права? Ну, например, при сдаче экзаменов у нас обычно бывают, да, то, что можно обжаловать решение, ну, то, что не согласны с какими-то баллами выставленными, да, можно подать на апелляцию, например. Также у нас очень активно пользуются правом, ну вот, обычно прокуратура в сфере образования, она реагирует, если обучение в таких неподобающих условиях, то есть в ветхих школах, в аварийных школах там, и так далее. Вот в таких случаях мы реагируем. А вот конфликты между учащимися и так далее, там обычно прокуратура выступает как... Но она участвует на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, да, на котором вот эти вот все конфликты рассматриваются, и как бы дает действие оценку профилактической работы, которая вот проводится школой и комиссией. Спасибо, Мария Владимировна, что сегодня к нам пришли. Действительно было интересно. Возможно, кто-то возьмет на заметку себе обязательно. Спасибо большое, что пригласили. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.